Якутия – самый северный регион Российской Федерации. Территория республики более 3 миллионов квадратных километров. Природа Якутии разнообразна и неповторима. Это бескрайние просторы тундры, лесотундры, непроходимая тайга, белоснежные горы, озера и реки. Великолепие и очарование дикой природы Крайнего Севера по-своему притягательны. Каждый уголок природы – своеобразная тайна, которую еще предстоит разгадать. Якутия. Среднее течение реки Лена. Под нами сибирская тайга. Деревья здесь невысокие, растут довольно редко. Суровый климат и вечная мерзлота не дают им развиться в полную силу. Местами зеленый цвет тайги заменяется на серый. Здесь когда-то бушевал пожар. Живописная водная лента под нами – это приток Лены, река Синяя. Каждая излучина украшена скалами самых замысловатых форм. Вскоре вертолет пересекает русло Лены, и мы летим вдоль самых высоких в России каменных столбов. Их называют Ленскими столбами. Но такие сложные сооружения даже и не назовешь столбами. Это самая настоящая готика. Соборы, башни, замки устремляются на высоту более 150 метров над рекой и простираются вдоль берега на 40 километров. Не повторяясь даже в малейших деталях, их архитектор, кажется, обладает безграничным воображением. В качестве материала здесь использован известняк, возраст которого более 500 миллионов лет. В его тверди можно найти остатки трилобитов и других обитателей Кимбрийского моря. Там, где когда-то было морское дно, сейчас гнездятся стрижи и пернатые хищники. Каменные столбы – самое живописное место на реке Лена. В вечерние часы, когда лучи окрашивают в красный цвет фигуры каменных изваяний, можно наблюдать фантастическое зрелище. Свет заходящего солнца дополняет работу архитектора. Первый в Якутии национальный природный парк Ленские столбы стал своеобразной визитной карточкой нашей республики. И сегодня наш рассказ пойдет о природе, о происхождении и тайнах этого края. Ленские столбы – это ландшафт исключительной красоты. Это жемчужина нашей северной природы. Они находятся в восточной части Сибирской геологической платформы. Здесь во многих местах наблюдаются выходы на земную поверхность кембрийских отложений. Одними из них и являются Ленские столбы, сложенные морскими осадками, образовавшимися около 520-530 миллионов лет назад. Найденные здесь останки древнейших организмов представляют собой уникальные свидетельства важнейшего этапа в истории органического мира
и произошедшего в Нижнем Кембрии на Земле как бы взрыва биологического разнообразия. Ленские известняки стали эталоном для Нижнего Кембрия, изучались многими геологами и палеонтологами. Знаете ли вы, что в 1995 году Международный союз геологических наук включил Ленские столбы в мировой список геологических местонахождений, и во всем мире многие яруса носят якутские названия, утвержденные Международным стратиграфическим комитетом. Яруса – это отложения, образовавшиеся в течение одного геологического века, распространенные планетарно или очень широко, и отвечающие определенному этапу геологического развития Земли или значительной ее части. И для отложений Нижнего Кембрия они впервые в мире были описаны на территории наших Ленских столбов и, соответственно, получили наименование по названиям местностей по реке Лена и реке Ботома, Оттабанский, Ботомский, Тайонарынский и так далее. Кроме остатков самых древнейших скелетных организмов Земли, на территории парка имеется свидетельство и недавних археологических эпох, но событий доисторического прошлого по человеческим меркам. В районе Ленских столбов по реке Кураннах, Лабыя, Ботома найдены захоронения останков представителей мамонтовой фауны – мамонта, шерстистого носорога, ископаемых северной лошади, северного оленя и бизона. Проведенные нашими учеными анализы показали, что они обитали примерно 65-24 тысячи лет назад. Найденные практически в одном месте костные останки этих животных являются важнейшим свидетельством эволюции фауны млекопитающих в четвертичном периоде. Район Ленских столбов с древнейших времен заселен человеком. Якутскими археологами в известной всем местности Деринг-Юрях найдены и откопаны орудия труда древнейшего человека, идентичные найденным в Южной Африке орудиям алдувайского человека. Интересно также то, что там же найдено захоронение уже неолитического человека. Широко известны писаницы и петроглифы древнего человека на скалах противоположного Ленским столбам берега реки Лена, ее левого притока реки Синяя. Таким образом, территория современного национального природного парка Ленские столбы и участок древнейшего Оймуранского рифового массива в местечке Оймуран на левобережье реки Лена образуют целую сеть выдающихся памятников истории Земли, эволюции органического мира и истории человека. Современная природа территории Национального природного парка Ленские столбы имеет ряд уникальных особенностей. Она находится в зоне сплошного распространения многолетних мерзлых пород. Мощность мерзлоты здесь достигает 100-500 метров. Ученые предполагают, что почвообразование на древней террасе Лены шло в условиях многолетней мерзлоты и засушливого климата. Этим определяется своеобразие и уникальность почвенного покрова. Именно здесь встречаются мерзлотные палевые лесные почвы, характерные только для Центральной Якутии и не имеющие аналогов в мире. Природа национального парка уникальна не только своими столбами и геологическими образованиями. Красота и разнообразие уникальных ландшафтов парка сопровождаются богатым видовым разнообразием флоры и фауны. По данным ученых, флора высших сосудистых растений Ленских столбов, то есть кроме лишайников и мхов, насчитывает 410 видов, около 150 лекарственных растений, 53 вида из которых используются в научной медицине, редких и исчезающих видов, включенных в Красные книги СССР, Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, 11 видов. Узколокальный эндемик семейства крестоцветных, рядовские двоякоперистая, нигде больше не встречается, то есть ее единственным местом произрастания в мире является территория Национального природного парка Ленские столбы.
В парке обитает 36 видов млекопитающих. Гнездится 101 вид птиц. В реках и ручьях парка живет 23 вида рыб. А среди многих сотен видов разнообразных насекомых, населяющих экосистемы парка, 96 редкие. Здесь можно встретить змей и амфибий, хищных птиц и редких бабочек, увидеть лося и изюбра, наблюдать за белкой и бурундуком, любоваться хариусом в чистых прозрачных водах ручьев и речек, увидеть цаплю на прибрежных косах и отмелях, а если повезет, заметить на скалах осторожную кабаргу. На берегах Лены можно встретить и еще одно уникальное явление – песчаные дюны. В Якутии их называют тукуланы. Тукула по-эвенкийски – песок. Странно видеть среди тайги ландшафт, напоминающий пустыню. Песчаные дюны полностью лишены растительности и медленно наступают на лес, засыпая живые деревья. Чистый воздух, прозрачная вода, благоухание и изобилие цветов, красота лесов и лугов, величие древних скал, азарт рыбалки, прелесть туманного утра, романтика таежного костра, обилие новых и интересных впечатлений – все это Ленские столбы. Всех этих природных памятников оказалось достаточно, чтобы в феврале 1995 года был создан Национальный природный парк Ленские столбы. Летом район посещают тысячи туристов. Ступив на берег, гости по традиции проходят обряд поклонения местным духам. Сейчас лето, но очень скоро задуют ледяные ветры, и весь мир погрузится в белую мглу. Они все будут стоять. Но и камни тоже подвержены времени. Пройдут тысячелетия, и исполины начнут падать. Хотя время и не будет к ним милосердно, как и ко всему на земле, но, кажется, именно они являются его любимым детищем, потому что они в какой-то абсолютной форме выражают идею времени, уникальность, неповторимость каждого явления и единство всех вместе.